Всем ассаламу алейкум, мы команда Айделя Касинова, хотим бесплатно помочь вам заполнить грин-карту 2023. Это видеоинструкция для тех, кто не может прийти к нам в офис в Бишкеке или находится за границей. Это очень легко, главное, внимательно смотрите видео. Всем привет! Сейчас мы на примере выдуманного человека заполним грин-карту 2023. Заходите в браузер, в командной строке прописываете dv program state.gov, это официальный сайт. На главной странице у нас инструкция на английском языке, фотопримеры. Нам нужно зайти вот сюда в зеленый Begin Entry, пройти капчу, что вы не робот, написать эти буквы. И дальше вас переведет непосредственно к заполнению. Первое – это last family name, это фамилия. У кого как в паспорте написано, так и записываем. Если там Сапарбеков Улу в фамилии пишем. Или там Кызы, тоже в фамилии тоже пишем. First name – это имя, вписываем имя. Middle name – это второе имя, но в странах СНГ обычно такого нет. Но если у вас есть в загранпаспорте отчество, то сюда вписываем отчество, если только есть. Если нету, то нажимаем галочку No Middle Name. Второе – это пол. В данном случае выбираем мужской пол. Третье – ваша дата рождения. Months – это сначала месяц, вписываем сюда. Месяц, день и год. Так, четвертое. Выбирайте город, в котором вы родились. В данном случае мы выбрали Бишкек. Пятое – это страна вашего рождения, где вы родились. Если вы родились в России, пишите в России. Где вы родились, то и пишите. Шестое – это страна, от которой вы подаетесь на грин-карту. Обычно это страна, в которой вы родились. Здесь ничего не меняем. Кыргызстан допущен для розыгрыша грин-карты, поэтому здесь есть. Седьмое – паспорт. Данные загранпаспорт, также фамилия, имя. Фамилия, имя и также как в загранпаспорте у вас написано, пишем. Номер загранпаспорта, срок годности вашего паспорта, допустим, до 2024 года. Дальше страна, которая выдавала вам паспорт. Какая страна вам выдала паспорт, такую выбираем. У нас в Кыргызстан. Допустим, есть страны, в которых не выдают загранпаспорта. Если у вас нет загранпаспорта, выбираем, ставим галочку и выбираем вариант. Почему, по какой причине у вас нет паспорта. Восьмое – это фотографию. Ваша фотография должна соответствовать всем параметрам. Размер, цвет. Так, девятый – это ваш почтовый адрес, куда должна прийти почта. Указывайте тот адрес, где вы точно сможете принять свою почту. Принимающий, допустим, Сапарбеков Сыймык, Кокджар, 23. Адрес line optional – это вот здесь это не обязательно, но если, допустим, у вас в первую рамочку не помещается, здесь можно продолжить, да? Квартиру или номер дома. City – это Бишкек, то есть город. Мы выбираем Бишкек. District Country – область, то есть Чуй. То есть если Бишкек, то Чуйская область. Если, допустим, вы указали Ош, то Ошскую область. Postal zip код – это индекс. Указываем индекс вашего района, вашей почты. Country – страна. Выбираем страну. В данном случае Кыргызстан. 10-й пункт – это страна, в которой вы живете сегодня, сейчас, на данный момент. Мы выбрали Кыргызстан. 11-й пункт – номер телефона. 12-й – это email адрес. Email адрес обязательно нужно будет указать. Если у вас его нет, то нужно будет создать и обязательно указать email адрес. Email адрес мы тоже укажем. 13-й пункт – это ваш наивысший уровень образования, то есть что вы закончили. Primary school – это
Незаконченные 9 классов. High school, no degree– это среднее неполное образование, то есть это 9 классов. High school degree– это среднее образование, то есть 11 классов закончили. Vocational school– это колледж, лицей. Если у вас есть, вы заканчивали колледж, лицей, то можете ставить это. Some university courses– это можете поставить, если вы не закончили на бакалавр. University degree– это высшее образование, то есть если вы закончили бакалавр. Some graduate level courses – это люди, которые учатся на магистратуру, но не закончили. Master degree – это законченная магистратура. Some doctorate level courses – это незаконченная докторантура. Doctorate degree – это законченная докторантура. 14-й пункт – это какое ваше текущее семейное положение. Unmarried – это незамужняя, но холост. Второе – это married and my spouse, женат, и мой супруг не является гражданином США или законным постоянным жителем США. Третье – married and my spouse, который женат, и мой супруг является гражданином или законным жителем США. Divorced – это разведенный. Widowed – это вдова, вдовец. Legally separated – это разведены судом, но у нас такого нет в Кыргызстане, так что выбираем этот второй пункт. Женат, и мой супруг не является гражданином США. 15-й пункт – это дети. Сколько у вас детей? К детям относятся все биологические дети, законно усыновленные дети и пасынки, не состоящие в браке и не достигшие 21 года на дату подачи заявки. Вы должны включить всех подходящих детей, даже если они не проживают с вами или не собираются подавать заявление на получение визы. Отсутствие списка всех подходящих детей является основанием для дисквалификации. Если ваш ребенок является гражданином США, не указывайте его в своей заявке. Мы напишем, что у нас один ребенок. Дальше заполняем на жену. Мы уже на себя заполнили. Заполняем на жену. Так, Сапарбекова. Айдай. Заполняем так же, как у вас написано в загранпаспорте. Месяц сначала. День и год. Выбираем женский род, так как мы на жену заполняем. Так, 14F – это город рождения жены. Выбираем, в данном случае Бишкек. Country – это страна, в которой родилась ваша супруга. Выбираем, допустим, мы Кыргызстан выбрали. Фотографию. Выбираем фотографию жены. Это уже заполнение на ребенка идет. 15 пункт. Сапарбеков, Азамат, да? Галочку ставим, если нет. Месяц, день и год рождения пишем. Город, в котором родился ваш ребенок. Тоже мы выбираем Бишкек. Выбирайте тот город, в котором родился ваш ребенок. Дальше страна, это Кыргызстан мы выбрали. И дальше фотографию ребенка. Дальше мы нажимаем Continue. Но мы не нажимаем Continue, так как мы не хотим забирать место, так как это вымышленный персонаж. После нажатия на Continue у вас должна выйти вот такая вот страничка Success. Вам нужно будет сохранить или сделать скриншот, или сфотографировать вот этот номер, вот это полностью все, чтобы вы могли уже проверить в дальнейшем, когда уже будет розыгрыш лотереи Green Card. Все, спасибо, всем до свидания.